Театральный роман Замиры Меликовой начался много лет назад. Режиссеры называют ее характерной актрисой, а знакомые – жизнерадостным человеком, заражающим отличным настроением всех окружающих. Замиру Меликову одинаково любят и зрители, и коллеги. Образы, которые она создавала на сцене Осетинского театра еще в 80-х годах, с восторгом вспоминаются и сегодня. О любимых ролях и театральном закулисье, о жертвах высокому искусству заслуженная артистка России Замира Меликова расскажет в нашем фильме. В творческом мире жестокая конкуренция. Знаменитая Светлана Адырхаева рассказывала, как перед выступлением в Большом театре ей резали тесемки на платье, подкладывали иголку в пуанты. У актрисы Осетинского театра Замиры Меликовой 3 жизненных принципа. Ломай то, что ломает тебя, живи сам и давай жить другим, не пей ничью кровь, и тебе будет легко жить и творить. Прожив определенное количество лет, понимаю, что никому не сделала больно. Идеальных людей нет. Я могу правду сказать в лицо. Но чтобы навредить осознанно, плохое пожелать, Бог миловал. В интригах не участвую, хотя вызовы были, но я их проигнорировала. Делала вид, что не вижу, не слышу, не поддавалась на провокации. Актриса убеждена, что прекрасные образы может создавать только актер, который сам является образцом человека. Ей было 16 лет, когда она впервые переступила порог Осетинского театра. Осень, большая комиссия, прослушивание. Я дрожала, как тростиночка на ветру, когда Георгий Демидович Хугаев сказал: «Мы берем тебя». Вспомогательный состав. Сердце прыгало от счастья, но добавил: зарплата маленькая, жилья нет. Какие деньги, какое жилье, ответила я, ликуя. В комиссии были великие актеры: Цаликов Майрбек, Цихиев Майрбек. Внимательно меня слушали, даже слух проверяли. Мечта стать актрисой скрашивала все жизненные трудности. Ее не пугало, что денег нет и взять их неоткуда. Когда ты молод, то не очень требователен, говорит Замира. Есть и спать можешь время от времени. Главное, она попала в дивный мир. Сколько в театре было звезд, никто не носился со своими званиями и регалиями. Актеры с удовольствием участвовали в массовых сценах и ездили на любые гастроли. В момент моего появления в театре ставили спектакль «Честь отцов». Мне тоже дали маленькую роль, буквально 2 слова. А мне казалось, что я играю главную роль. Позже мне была доверена роль девчонки, разбойницы в спектакле «Сказки». Многоплановая роль. Надо было драться, свистеть, танцевать и говорить на жаргоне. Я ходила по дворам и собирала жаргонизмы. С утра пораньше с работниками сцены репетировала драки. Подарком судьбы стали слова Елены Туменовой: «У этой девчонки есть будущее». Но я не верила, что поступлю в театральное училище имени Щукина. Образование Замира Меликова получила в Москве. Окончила театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. «Приключения провинциалки в столице» – бессмертная тема комедии. В Первопрестольную приехала с большим чемоданом, набитым до отказа продуктами. Коллеги-мужчины до сих пор подшучивают. Кто якобы радикулит заработал, кто хромать начал, таская тяжелый чемодан. Нас из Владикавказа приехало в Москву 26 человек. Смотрю, висят списки. Меня там написали
Меликов Замир. В общежитии комнату с мальчиками определили. Как я начала плакать. Приходим на первую пару. Перекличка. И опять слышу: Меликов Замир. Я не мальчик, я девушка, ответила я. Мы, студенты, не пропускали выставки и премьеры. Денег не хватало. Часто дожидаясь момента, когда билетершу отвлекали, мы с таким рвением заскакивали в зал и смотрели спектакли. Это было незабываемо. Вот эту куклу я храню 43 года. 43 года с тех пор прошло, как я закончила театральное училище имени Щукина. Мне ее подарила мой педагог по сценической речи, художественного слова Наталья Иосифовна Калинина. Это мой талисман. Что бы ни было, где бы я ни была, куда бы я ни ездила, она бывает со мной. Первое, что я написала в тетрадке по сценической речи, это были слова Константина Станиславского. Нет на свете оружия сильнее слова. Недаром говорится, что словом человеческим можно сдвинуть гору с места. Словами сражаются, словами любят, словами убивают, словами помогают, словами творят величайшие дела в истории человечества. Не надо пускать на сцену человека, не понимающего силу и значение слова. Я эти слова помню до сих пор. Я очень любила своего педагога. И когда мы закончили училище, и у нас был экзамен по художественному слову, очень многие приехали из Осетии, приехала Зарифа Бритаева, Плиева Жанна. Она тогда у нас была зав. Литературной частью. Порой собственная жизнь – самая бестолковая постановка. То драма, то фарс. Так случается, что многие актрисы так и не дожидаются любви публики, внимания режиссеров. Замира отважилась пойти в очень зависимую профессию, хотя родители не имели отношения к театру и помочь ничем не могли. Я росла как вольная птица. Родилась в райском уголке Осетии, селение Злиги, правобережного района. За родительским домом был огород. За ним текла река Камбиеевка. Рядом была зеленая поляна с удивительной энергетикой. Люди считали это место святым, собирались на праздники, отправляли в небо молитвы. Мама не уставала повторять: «Доченька, ты родилась в таком красивом месте, что тебе можно позавидовать». Окружающая природа вдохновляла. Я участвовала в школьной самодеятельности, писала стихи, часто бегала на речку. Однажды даже чуть не утонула. На счастье, в этот момент через мостик проходили врачи. Они услышали крики о помощи моей сестры и спасли меня. Тогда Замира поставила себе цель – научиться плавать. Однажды театр был с гастролями в Сухуме. Она плавала в море с удовольствием. Коллеги шутили – Замира побила все рекорды. Я была мальчишницей в детстве, физически очень развитая. Тренировала тело, делала зарядку, поднимала кирпичи. Многим детям покупали велосипеды в детстве.
Я им так завидовала. Загорелась, каталась, падала, набивала синяки, но научилась кататься. Был случай, мы с театром приехали в селение Цуарикау со спектаклем «Невестский залей». Кстати, этот спектакль мы играли 19 лет, долгих 19 лет. Приехали заранее. Я увидела велосипед и стала кататься. Мужчины-актеры на меня смотрят. Я еду им навстречу. И вдруг исчезаю. Оказывается, впереди была яма, обросшая крапивой. Я провалилась в эту яму, но обошлось без ран. Коллеги долго-долго смеялись. Они подбежали, достали меня оттуда. Слава Богу, обошлось ни одной царапины, и играла спектакль с удовольствием. Вот пока есть такие люди, как Замира Меликова, такие актрисы, преданные театру, фанаты театра, не страшно самому организму театра существования, потому что только на таких людях, на таких фанатах своего дела, глубоко влюбленные могут пожертвовать собой ради театра, ради своей профессии. Это, знаете, я недавно смотрел один мультипликационный фильм, который получил Оскара «Душа». И в этом мультипликационном фильме, когда человек обретает свою профессию, то в сердце человека загорается какая-то звезда. Мне кажется, что когда Замира переступила порог театра, то в ее сердце загорелась эта звезда, и она с этим двигается. И она бесспорно это тот человек, который оставляет свою историю в летописи Остинского театра. С самого начала театр встретил молодую актрису приветливо. «Земные боги», «Дикарка», последний спектакль имел 30 аншлагов. Многие влюблялись в ее героиню, хотели познакомиться, кричали из зала: «Не обижайте ее, мы вам этого не простим». Роль захватила и ее, и зрителя. По своей наивности, чистоте, непосредственности этот образ и ее человеческий характер совпали. Актриса сразу получила и любовь публики, и внимание режиссеров. Планете. Ваша гуаты. Ваша гуаты. Хахпаштай. Хахпаштай. Дишекте, ама самарста хахпаштай. Институт масаун. Институт ма. Бахатр качушек как вот Савар институт ма. Ау хазарадон институт ма. Ойта. Сохудуш. Удена канан. Фала асадариттер институтта жорунудуне шеппатай хуждаруна майн медицинон институт саман адемажен штейста бакын штей вот я сарфан дагму фштама раждагам та кавон зарадон институт уйта Сохудуш. Доктора нехтен с бахрайкнова. Одна рычанудан. Мне шочаршти дарна бахшка. Я шочаршти. Бадгамашкан. Аж гцлай паштама кугдуса кайхушан. Кугду. Браво, браво. Самаудона шохта. Удона шорчендар. Мы пайдадар не сишаха. О, штейсен срай сук цашта тайшуйта. О, дища жрашух сашта. Инди да кугма суара кувынс. Ама уй рашту. Рашкерас махмадарам кувар райдайнко. Юхат народ булай раха. Я фаршчитаме кахташаштышты. Уйта. Ашу сама махадак шабнат шабартун. Да. О,
Айка гипса сыршывартон. Ахшабай масур хушин котон самай машу ажало. Ама даурныш сабахиш. Да, хирург шатта доктор. Думаю, что в творческой судьбе многое зависит от характера актрис. Я простой человек. Всегда хочу учиться, следить за творческим ростом своих коллег. Талантливая игра меня невероятно потрясает. Считаюсь гибкой актрисой. Никогда не вступаю в большие споры. Не бросаю в истерики на пол сценарии. Могу поспорить, но основополагающим считаю мнение режиссера. Никогда не отказываюсь от маленьких ролей. Когда Замира Меликова обрела личное счастье, она думала, что семейная жизнь полностью поглотит ее. Возможно, она забудет театр. Но актриса очень скучала по сцене, душа рвалась туда. И вдруг, будучи в отпуске по уходу за ребенком, звонок из Владикавказа. Ее просят срочно приехать и отыграть один спектакль «Дикарки». Она попала в театр после долгого перерыва, и с ней произошло нечто удивительное. Никогда она так не играла, как в последний раз. Искрила, давала огня, сколько было аплодисментов, цветов, зрительской любви в этот день. Она кланялась зрителям, а из глаз текли слезы. И вдруг я подумала, разве это можно на что-то поменять? Я была похожа на птицу, которую поймали, заточили в клетку и в один день выпустили. Это ощущение поймет только тот человек, который был отлучен от любимого дела. И я сказала себе, сегодня мой плен заканчивается. На алтарь театра была положена моя личная жизнь. Если так получилось, думала я, то теперь полностью посвящаю себя искусству. Главным в моей жизни стали 3 момента: воспитать хорошего сына, создать хорошие роли и служить театру. Никогда не позволяла себе сказать: я болею. С температурой 40 шла на сцену. Всю свою любовь я отдала сыну Алану и театру. Наверное, какая-то энергия, которая присуща актеру, и Замира владеет этой энергией, которая заставляет людей мило улыбаться, смотреть и переживать с ней вместе. Ведь был спектакль, такой легендарный спектакль Осинского театра «Дикарка», в котором Замира Бексултановна сыграла. Это ее самая, наверное, первая большая главная роль, которая была нашумевшая. После нее уже очень многим сложно играть. И восстановили спектакль, и в восстановленном спектакле она играет. Но люди, те, которые в то время жили, они приняли эту маленькую красивую женщину и полюбили, и сочувствовали ей. Это как Дзамбулат Саргасов, который получил любовь народа, Костя Бирагов получил любовь народа, Бимбулат Ватаев получил любовь народа. Это очень такой момент. Одна пьеса, одна роль в театре может все поменять. Человек может очень много играть, человек может очень многое сделать, но не получить такую любовь народа, которую получила Замира Меликова. Это своим каким-то такой наив в ней присутствует. Вот каждое слово, которое она говорит, она так глубоко в это верит. Она очень простая и доступная. И она сама из народа, и когда она выходит к народу на сцене, каждый, наверное, видит в ней, в ее образе себя.
И это подкупает действительно. Поэтому я очень много видела интересных историй, когда к Замире Бексултановне подходили и говорили: ой, мы вас помним, вы там играли дикарку, вы играли там вот такую-то роль. Это говорит о чем? О том, что все эти роли, они были настолько хорошо сделаны, что вошли вот в душу человека и запомнились навсегда. И все, что, мне кажется, все, что она делает от души. Актриса совмещала несколько проектов. Успела сняться в фильмах «Убойная сила», «11 писем Богу», «Ласточки прилетели». В школе создала драматический кружок, где дети разыгрывали разные спектакли. Сын Алан часто был главным героем, полюбил театр и стал известным актером, окончив театральный вуз в столице. Сын Алан участвовал у меня в театральной студии в 30-й школе. И когда вопрос стал, куда поступать, он выбрал мою же профессию – актер театра и кино. Он закончил театральное училище имени Щепкина. После окончания работал в театре «Ромен». Потом попробовал себя как режиссер. Снял 2 фильма короткометражных и 1 игровой полуметражный фильм по Полякову «Соврешь, умрешь». Как актер он сыграл во многих фильмах. «Кармелита», «Тагари», где его полюбили. Несколько лет тому назад он организовал в Осетии международный кинофестиваль. Приехали очень много знаменитых актеров. И 3 дня незабываемых был праздник кино. Мама, мы тебе желаем творческих успехов, покорения новых вершин, новых ролей. Будь всегда счастлива и удивляй нас своими новыми работами. Больших тебе побед и крепкого здоровья. Все роли любимые. Всегда у меня были 7-8 спектаклей в репертуаре. Последний спектакль поставил наш художественный руководитель Гиви Валев. «Сола». Я там играю маму Сола. Театру скоро 90 лет. Большая труппа, и до нас были очень сильные актеры, но в памяти остались именно те, которые... Но не всем так улыбается судьба, как улыбнулась ей, Царгасову, Дзамбулату, еще раз говорю, Косте Бирагову, Сланову, Саламову, Гогичеву. Она в плеяде тех людей, которых так любит зритель. И когда вот она выходит на сцену, какое-то время тебе придется держать актерскую паузу, чтобы зритель пока похлопал, что вышла Замира Бексултанова. Моя вторая любовь – педагогическая деятельность. Вы знаете, сколько уже моих детей поступили в актерское отделение, стали актерами. В 30-й школе я очень долго работаю. Людмила Андреевна, директор школы, очень любит искусство, театр. И во всем всегда поддерживает и помогает. Из 30-й школы очень многие стали актерами. Хотя было очень много талантливых детей. Но не все же поступают на актерское отделение. Так удивительно, что мои ученики, бывшие, сегодня уже работают со мной в театре. Это прекрасно. Нама вахта цахбирох, касайдамды, елхоте, стема фарстама хоте, камдан хижен цервбор, камфану ажен церхудон, махи сейдер мафарста, мацахруста манфаста, масашта манкасти, манапсармзасти. Это одна из серьезнейших актрис, у которой есть чтецкие программы, у нее есть каждый практически осетинский автор.
И на любую вот тему у нее есть обязательно чтецкая большая программа. И мне еще что нравится, это то, что она занимается, более 30 лет занимается педагогической деятельностью. И она трудится и не устает. Конечно, в ее роду вот мама была заслуженным педагогом Российской Федерации, и это все просто так не проходит. И очень приятно то, что она продолжает вот то, что мама ее делала, работала с детками, вот эту любовь к детям, видимо, от матери она взяла. И мне нравится, что ты идешь по городу, и много молодежи проходит мимо и говорит: «Здравствуйте, Замира Бексултановна, а вы помните, вот вы мой педагог». И, конечно, это дорогого стоит. Мне нравится то, что она еще не устает делать добрые дела. Союз театральных деятелей Республики Северная Осетия Алания проводит много социально значимых мероприятий. И мы с Замирой Бексултановной побывали с ее творческими программами в детских домах, реабилитационных центрах. Очень часто бываем в доме престарелых. И, конечно, это дорогого стоит. Когда мы приехали в 80-м году, кино в Осетии было очень развито. И вот многие актеры, наши однокурсники, снялись во многих фильмах. И я тоже снялась в нескольких фильмах. Небольшие роли, но все равно было очень интересно. «Мужское самолюбие», «Буйный терек», «Загадка купачинского браслета». А потом уже, сами знаете, 90-е годы, развал кино. В начале нулевых приехал знаменитый режиссер Сергей Снежкин. Снимал фильм «Убойная сила». И я там играла чеченку Розу. Потом, через несколько лет, одновременно Галазов Аслан снимал фильм «Ласточки прилетели», и Салбиев Аким «11 писем к Богу». И вот мне повезло. Я снялась в 2 фильмах, и у Акима, и у Аслана. Мне кажется, что если сотрудник кафедры, который в других отношениях не является образцом педагогической этики, находит возможным для себя послать целый курс, извините, к черту, это не может не вызвать беспокойства кафедры. А потом, через некоторое время, меня утвердили в фильме Волошина «Скорая Москва-Россия». И я полетела в Крым. Летом, в августе, ко мне позвонили и предложили роль «Как я встретил твою маму», там жена старейшины. Мне сказали, быстро надо сделать самопробы. Я сделала самопробы, и вечером мне позвонили, что мы тебя утвердили. Мы очень часто с ней работали на сцене и в кино вместе. Вот буквально в прошлом году мы с ней вместе снимались, были на одной площадке, сейчас тоже распределены. Хороший у нас такой дуэт с ней получается. И она как партнер тоже очень удобная, очень уютная, она комфортная. Некоторые актеры бывают капризничают, она совсем не капризная, и на съемочной площадке она всегда трудится, и мне, конечно, это все очень нравится. Она такой человек, который постоянно работает над собой. Если, допустим, мы проводим какие-то мастер-классы, семинары, ну, казалось бы, что ей еще в этой профессии узнавать нового? Все равно она всегда бывает. Где есть возможность, она, конечно, и обучается, и переобучается, и повышает свою квалификацию. Хотя, мне кажется, она уже многого достигла в своей жизни, и все равно она работает над собой. Сейчас время интернета, гаджетов. И все равно, когда я играю спектакль, вот недавно «Сола»,
свадьба Сола, очень многие приходят в театр. Бывают полные аншлаги. И поколения, и молодые, и среднее поколение, и старшее поколение. Я в основном играю сейчас с молодыми. Они очень талантливые. Они почитают старших. Я слежу за ними, за ростом. Хожу на все спектакли. И понимаю, у театра есть будущее. И новое поколение актеров должны сказать свое слово. Сцена – наша жизнь. Признание зрителя – наше счастье. И только один суд нам страшен. Суд зрительного зала. Шушагай варжен на жон халарта, ирштон аргомай маваршт, нарагон цитяу, даража аргомдан, аргому мажарда, масарг, жуаржен, арштона кутбуршинс надатта, кутфашуринс арзафанай, ажуаржен лаппен шагут рай шомай раджа, куфакажа хуртанай. Аж ира жардайы, аж тахсынан арвма, балона умкушсан мажард, нарагон машкутан факанзынан бата, амра навраттин масард. Куайт, жарде жардаманы кашан, ирштон мафандыр, масин, барак шалдатау, уасфешафон сарды, армаштарданомыл маир. Мауршны матхохта, мажат бадан ирда, мажарак дам кошат фарнай, кавдау ая хурбон, саргашау фатахаш, саргашанта, наварш ганай.